Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри побывал с визитом в столице Пакистана Исламабаде, в ходе которого он высоко оценил проводимые властями страны военные операции против террористических группировок. Выступая вместе с советником по национальной безопасности Пакистана Сартари Азизом, Джон Керри заявил, что военные операции в Северном Вазиристане уже принесли значимые результаты, однако действующие в регионе подразделения боевиков по-прежнему представляют значительную угрозу. Кроме того, госсекретарь США выразил беспокойство в связи с противостоянием на границе с Индией, призвав к возобновлению усилий для мирного его разрешения. Здесь же, в Пакистане, сотни жителей Хайбера, региона племен, собрались в Пешаваре, чтобы потребовать от властей вернуть им обратно отторгнутые у них ранее земельные участки. Они жгли автомобильные покрышки у здания регионального департамента развития, которому эти земли требовались под новые проекты. Протестующие заявили, что являются законными владельцами отторгнутых земельных участков, за которые они не получили никакой компенсации. В столице Грузии Тбилиси представители посольства Литвы и грузинских властей почтили День защитников свободы в память о жертвах советской военной операции в Вильнюсе 13 января 1991 года. Ее целью было восстановление действия Конституции СССР на территории страны, которая за 10 месяцев до этого провозгласила независимость. В ходе столкновений тогда погибли не менее 14 человек. На нынешней церемонии в Тбилиси присутствовал президент Грузии Георгий Маргвелашвили, а ее участники развернули 200-метровый национальный флаг Литвы. В Таджикистане суд в Душанбе приговорил к 9 годам тюрьмы юриста Шухрата Кудратова по обвинению в попытке подкупа и мошенничества. Кудратов стал уже вторым адвокатом известного оппозиционного предпринимателя Заида Саидова, которому были предъявлены подобные обвинения. Адвокат самого Кудратова заявил, что обвинения политически мотивированы и что он намерен подать апелляцию на решение суда. В Алма-Ате в Казахстане прошли похороны Мухтара Алиева, известного врача-кардиолога и ученого, скончавшегося в возрасте 81 года. Он и отец Рахата Алиева, бывшего зятя президента страны Нурсултана Назарбаева. Рахат Алиев пребывает ныне под домашним арестом в Австрии, а Казахстан добивается его выдачи по обвинению, которое сам Алиев считает политически мотивированным. В столице Киргизии Бишкеке в Национальном музее изящных искусств открылась выставка фотографий, победивших в международном конкурсе World Press Photo 2014. Они определяются жюри, состоящим из профессиональных фотографов, а также редакторов фотоизданий из разных стран мира.